если мы сможем что-то делать, если мы будем формировать какие-то конструкции работающие, тогда и власть может брать эти конструкции, эти модели себе на вооружение и использовать это во благо нашему обществу. Они тоже захотят, может быть, в этом поучаствовать или взять это на вооружение и тоже как бы эффективно, небольшими средствами приносить пользу и говорить, что это мы, государство, делаем пользу. Я думаю, что это лучший и самый продуктивный путь. Есть проблемы, и мы можем их решить. Почему мы этого не делаем? По какой причине? По одной причине, вот, которая у нас сидит, вот этот гвоздь в сознании, вбитый тысячелетиями, о том, что мы ничего не можем. К примеру, вот у нас есть ребята, которые организовали вот этот истинг, возрождают традиционные народные промыслы по производству войлочных ковров. Но они закупают сырье, шерсть других регионов. Почему? Потому что у нас в Ингушетии шерсти нет. Нет. В Ингушетии есть шерсть, есть овцеводство. Небольшое, но есть достаточное. В Ингушетии шерсть сжигают. И в большей части сжигают варварски. Это делается, как мне вот один из моих подписчиков, потому что я это уже поднимал, уже эту тему несколько раз, который работает на вулканизации, говорит, что ему периодически приходят люди, которые просят у него бэушные покрышки, когда он спрашивает, зачем они вам нужны. Они просят и говорят, что нам нужно сжечь шерсть, потому что сама она горит плохо, мы поджигаем покрышки, ложим на них шерсть, и она вот коптит и горит. При этом загрязняется экология, люди болеют, мы потом удивляемся, откуда так много онкологических больных, откуда у людей давление, там, откуда эти болезни все. От того, что мы крайне нерационально используем ресурсы для того, чтобы получать от них пользу. Это шерсть, ресурс, которыми наши предки, не имея современных технологий, не имея современного оборудования, тысячелетиями обрабатывали эту шерсть, использовали себе во благо. Сегодня мы уничтожаем ее и делаем вред, наносим своему здоровью, своему экологии, своей республики и так далее. И таких вопросов много. И здесь решение простое. Какое-то количество людей договорится. Если нужно скинуться, купить там чесальный станок, договориться, организовать точку, где будет обрабатываться эта шерсть. Это же несложный технологический процесс. Ее просто надо помыть, высушить и расчесать. И это уже место проблемы, которое нужно решать варварски. Это уже будет сырье, которое стоит денег, за которое платят в нашей республике. Наши соплеменники на миллионы покупают эту шерсть, делают из нее продукцию, закупают в других регионах. Потому что там народные промыслы сохранились, их не выселяли в Сибирь. А, к сожалению, вот с высылкой в Сибирь, с репрессиями, вот эти вот народные промыслы, они очень сильно подорвались. Не очень сильно, они фактически все подорвались. А в каких-то соседних регионах они сохранилось. Это все постепенно работало. Они там от ручного перешли к автоматическому. И там нет ничего сложного, чтобы мы не смогли это сделать. Мы можем и должны эти вещи сделать. Это мне понятно. Сегодня я вам скажу, что мы сейчас через месяц-два ставим, значит, производство шерсти на всю республику. То есть каждый теперь может будет сдавать шерсть, и она будет приниматься, перерабатываться. И там была такая истинги, молбики, сволочь, там вот женщина там делают. Я говорю, а где вы берете шерсть?
Она говорит, Карачай-Черкесии закупаем. И после этого я поставил задание Министерству сельскохозяйства, и они сегодня вот как раз сделали, что там вот будем обрабатывать сами, и готовая будет у нас шерсть очищенная, готовая к производству.